Доброе утро, салям хайрли ирта. Меня зовут Эльвира Ринатовна, и я с вами проведу пятиминутку родного языка. Мы сегодня с вами разберем слова, которые в русском языке заимствованы из тюркской группы языков, к которым относится и башкирский. И вы удивитесь, насколько много в вашем словарном запасе слов башкирских. Вы проснулись, посмотрели в окно, увидели алую зарю. Алый – это слово в русском языке образовано от тюркского слова «ал». В башкирском языке «ал» обозначает цвет розовый. Я думаю, что сегодня среди наших учениц очень много девочек по имени Алсу. Имя ваше переводится «ал-ху» – розовая вода. Также слово «ал», как и многие башкирские слова, является многозначным. «Ал» – это и глагол «ал» – возьми. И разберем мы сегодня с вами очень интересную частицу «ма». «Ма» означает отрицание. И если в русском языке не с глаголами пишется раздельно и ставится перед глаголами, в башкирском языке «ма» присоединяется к глаголу и пишется слитно «алма» – «не бери». Слово многозначное «алма» – «не бери», а также «алма» – это фрукт, яблоко. Итак, русское слово «алый», и мы знаем, что оно образовано от слова «ал», розовый – это цвет, ал – бери, алма – не бери, а также фрукт, яблоко. А теперь возьмите в руки карандаш и прочертите линию. Какого цвета у вас линия, если вы взяли простой карандаш? Правильно, черный. На это указывает и само слово. Карандаш образовано от тюркского слова кара-таш. Кара – черный, таш – камень. Карандаш – это грифель или черный камень в вашем карандаше. И посмотрите, слово «кара» также является многозначным. Кара – это цвет черный, а также это снова глагол «смотри». Кара – смотри. Если мы добавим нашу частицу отрицания «ма», мы получаем «карама» – не смотри. Итак, карандаш – черный камень, смотри и не смотри. Карама. А теперь скажите, какое слово чаще всего вы сегодня слышите в сочетании «кара»? Я чаще всего слышу слово «карантин». Давайте подумаем. Карантин. Как образовано это слово? Если пойдем по нашей аналогии с тюркскими языками, может показаться, что слово «карантин», «кара» – черный, «тин» – это монета, черная монета из тюркского языка. Но на самом деле слово «карантин» итальянского происхождения и означает «каранти» – это 40, «каранта» – 40. Очень интересна история возникновения этого слова, и она актуальна сегодня как никогда. В XIV веке Европу и Азию соединял порт Венеции. В Венецию прибывали корабли, и вот однажды в XIV веке из Китая прибыл корабль, с которого сошли крысы, зараженные чумой. После этого пол Европы переболело, очень много людей умирало от чумы, и было принято решение, что все корабли, которые прибывают в порт, становятся на карантин. Это 40 дней без выгрузки, и только после 40-дневного пребывания их можно было разгружать. Так появилось понятие карантин, но еще раз говорю, что мы могли бы его расшифровать кара – черный, тин – монета. Но слово «карантин» не тюркского происхождения. Но я очень надеюсь, что нас с вами вирус не застигнет врасплох, что мы будем соблюдать все меры безопасности, гигиены и выйдем после карантина такими же богатырями, какими мы сегодня сидим с вами дома. А слово «богатырь» тоже пришло с тюркского слова «багадир», говорят башкиры. Багадир, то есть богатырь, очень большой и здоровый человек. Надеюсь, что действительно мы с вами останемся здоровыми, если будем все это соблюдать. Для того, чтобы остаться здоровыми, нам нужно сегодня включать голову, баш, или по-русски есть слово башка. Башка должна сегодня думать о том, как уберечь себя и окружающих. И слово баш – голова есть и также в названии нашего народа башкиры. И, наконец, если мы включим голову, будем соблюдать все меры изоляции, карантина, то у нас не случится яралаш. И слово яралаш – еще одно слово, которое в русском языке присутствует именно из тюркской группы языков, и взято оно от слова аралаш.
И опять же, это слово является многозначным. Слово «аралаш» обозначает «вперемешку». В русском языке мы знаем, что «яралаш» – это когда все смешалось и нарушен порядок. И вот чтобы не было «яралаша», давайте применим нашу частицу «ма». «Аралаш ма». Не общайся. Не общайся вживую. «Аралаш ма». Но можно «аралаш». Общайся в онлайн-режиме, как мы сегодня с вами и провели урок. И если вы хотите больше узнать о башкирских русских словах, участвовать в наших онлайн-марафонах, самых интересных проектах, время для этого позволяет, подключайтесь к нам, подписывайтесь на мою личную страницу Айткулова Эльвира и также страницу Всемирного Курултая Башкир. И на прощание хочу вам сказать, «хау балагат» тоже два значения, означает «до свидания», и «хау» – это здоровье, хау балагат. Оставайтесь здоровыми.